Новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Правительство одобрило пакет законопроектов по развитию Арктики, предусматривающий льготы для инвесторов в арктические проекты. В ближайшее время документы будут переданы для рассмотрения в Госдуму. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, проекты законов должны создать в арктической зоне благоприятные условия для привлечения частных инвестиций, освоения месторождений и развития Северного морского пути и создания рабочих мест. Предполагается, что это повысит качество жизни местного населения. Согласно законопроектам, при вложении 10 миллионов рублей в любую арктическую территорию компания или предприниматель получит налоговые и неналоговые преференции. Отмечается, что льготы могут получить только новые инвестпроекты. Помимо предложений в области добычи нефти и газа, пакет документов позволит поддерживать строительство промышленных предприятий, портов и другой инфраструктуры. Для таких проектов предусмотрена нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет. Ряд крупнейших российских банков с начала года понизили ставки по рублевым вкладам. Такое решение приняли как минимум 21 из 30 крупных банков, из них 8 включены в топ-10. Так, максимальная розничная ставка по депозитам у Сбербанка уменьшилась до 4,5%, у Россельхозбанка до 6%, ВТБ до 4,55%, Банка Открытия до 5,84%, Газпромбанка до 5,5%. По словам специалистов, так кредитные организации решили подготовиться к понижению ключевой ставки Банком России. Кроме того, на их решение оказало влияние торможение кредитования физлиц и малого бизнеса, снижение стоимости нефти и ослабление рубля. Представители Банка России считают, что такое падение приведет к поиску жителями страны новых инструментов для приумножения своих активов. Они также предостерегают россиян от вкладов в финансовые пирамиды и финансовые продукты. Микрофинансовые организации стали отказываться от невыгодных для них краткосрочных микрозаймов, оставляя россиян без кредитов до зарплаты. Краткосрочные кредиты на небольшие суммы стали невыгодны компаниям после того, как Банк России решил ограничить максимальную величину процентной ставки в день по выдаваемым кредитам, снизив их доходность. В результате компании начали выдавать займы на более крупные суммы. В четвертом квартале прошлого года средний размер микрозайма увеличился до 14 тысяч рублей, установив рекорд в истории наблюдений. Для сравнения, в четвертом квартале 2018 года средний микрозайм составлял 12 600 рублей. Регулятор ограничил предельные дневные ставки для микрофинансовых организаций в начале прошлого года, а затем постепенно начал ужесточать их. Так, с 28 января показатель установили на уровне 1,5% в день. При этом максимальная сумма задолженности не должна была превышать 2,5-кратного размера долга. С 1 июля правила ужесточились. Максимальную ставку снизили до 1%, а максимальную задолженность ограничили 2-кратным размером кредита. В этом году для софинансирования расходов на зарплаты медработников из госбюджета выделят 18,3 миллиарда рублей. В будущем сумма увеличится. Так, в 2021 году планируется выделить 19,5 миллиардов рублей, в 2020 году 25 миллиардов. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Предполагается, что выделенные деньги помогут восполнить дефицит медработников по всей стране. В 2020 году планируется привлечь 9200 врачей и почти 16 тысяч среднего медицинского персонала. В 2021 году 9800 врачей и около 15,5 тысяч среднего медперсонала. В 2022 году 10 тысяч и 20,5 тысяч соответственно. Ну а индекс потребительского доверия среди россиян упал впервые за 3 квартала. В результате опроса выяснилось, что больше всего жителям страны приходится экономить на еде. Таких оказалось 70%, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом. 59% россиян сократили траты на покупку одежды, а 38% граждан стали экономить на покупке бытовой техники. 19% сократили пользование личным автомобилем. Снизили траты на развлечения дома 36% россиян. Расходы на развлечения вне дома сократили 32%. 29% заявили, что наоборот увеличили траты по этой статье. Кроме того, опрос показал, что 70% россиян обладают свободными средствами. При этом 32% из них сообщили, что на основе этих денег формируют личные сбережения. Аналитики отмечают, что эти настроения напрямую связаны с тем, как оценивают россияне свои перспективы на рынке труда. В четвертом квартале 2020 года оптимистично смотрят на положение вещей 21% граждан. Также россиян беспокоит рост тарифов на газ и электроэнергию и цен на еду. Однако в целом аналитики оценивают перспективы 2020 года как положительные. Причиной стала наметившая тенденция к росту реальных доходов. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.